В истории Великой Степи есть находки, которые не просто рассказывают о прошлом, а буквально сохраняют голос ушедших эпох, высеченный в камне. Одной из таких загадок считается древняя надпись, связанная с событиями конца XIV века и именем Тимура, правителя, который оставил след в истории огромных территорий Евразии. Но речь здесь не о завоеваниях как таковых. Гораздо интереснее другое – то, что осталось после них. Место, где говорит камень. На северо-западе от гор Улытау, в районе горы Алтыншокы, исследователи обнаружили уникальный исторический объект – каменную надпись, высеченную на нескольких языках. Этот памятник состоит из двух частей. 8 строк на тюркском языке чагатайского периода, записанных староуйгурским письмом, и 3 строки на арабском языке, содержащие религиозные формулы. Такое сочетание само по себе говорит о важной культурной и исторической смеси эпохи. Что написано в тексте? Содержание надписи носит торжественный характер. В ней присутствуют традиционные религиозные обращения. Упоминание Аллаха как милостивого и милосердного, описание божественных качеств, а также просьбы о милости и справедливости. Далее текст переходит к историческому сообщению, где говорится о времени и событиях, связанных с походом Тимура в конце XIV века. Указывается дата по летоисчислению того времени, соответствующая 793 году, и упоминается военная экспедиция, связанная с противостоянием крупных сил того периода. В финальной части текста содержится идея памятного знака, как будто авторы хотели оставить след своего присутствия в этом месте для будущих поколений. Исторический контекст. События конца XIV века – это период масштабных изменений в Евразийской степи. Различные политические силы боролись за влияние, формировались новые союзы, менялись границы. И в этом контексте такие надписи часто выполняли не только информационную, но и символическую функцию. Они закрепляли присутствие власти в конкретном регионе. Исторический контекст открытия в XX веке. Особый интерес вызывает история обнаружения этого памятника. По данным исследователей, надпись была зафиксирована в 1930-х годах казахстанским ученым Канышем Сатпаевым. Его работа сыграла важную роль в изучении исторического наследия Центрального Казахстана. Благодаря таким находкам стало возможным лучше понять, как развивалась письменная культура региона и какие связи существовали между разными цивилизациями. Что важно понимать сегодня? Сегодня эта надпись рассматривается не как просто исторический артефакт, а как источник, который требует аккуратной интерпретации. Разные исследователи могут по-разному трактовать детали текста, перевод и исторический контекст. Поэтому важно воспринимать такие находки как часть научного диалога, а не как окончательную версию истории. Надпись на Алтыншоке – это пример того, как один камень может соединить религию, язык, политику и память эпохи. Она напоминает, что история степи – это не только войны и правители, но и письменные следы, которые эти эпохи оставили после себя. И, возможно, самое ценное в таких находках – это возможность услышать прошлое напрямую, без пересказов.